Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшекшара. И сегодня в выпуске. 14 декабря в Абхазии отмечают День памяти жертв Латской трагедии. 30 лет назад войска Госсовета Грузии сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами из Ткварчала, в котором заживо сгорели 87 человек. Отразились ли введенные против России санкции на экономике Абхазии? Актуальный репортаж программы. 14 декабря в Абхазии отмечают День памяти жертв Латской трагедии. В этот день, 30 лет назад, войска Госсовета Грузии сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами из Ткварчала, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Это одна из самых трагических страниц в новейшей истории Абхазии. Ежегодно, 14 декабря в Гудауте, где захоронены останки погибших, к памятнику невинно убиенных возлагаются венки и цветы. В церемонии принял участие президент Асланбжаня, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, главы администрации городов и районов, общественность. Здесь же прошел траурный митинг. 30 лет прошло со дня страшной Латской трагедии. В этот день, 14 декабря 1992 года, земля содрогнулась от произошедшего. Одним выстрелом было оборвано 87 жизней мирных граждан. Невозможно передать словами ту боль и скорбь, которую испытывал каждый житель Абхазии в холодные декабрьские дни 1992 года. Родные погибших даже не могли опознать своих близких. Сгоревшие, обезображенные тела несчастных людей были захоронены в братской могиле в городе-герое Гудаута. Ежегодно в этот день страна вспоминает тех, кому враг не дал ни малейшего шанса на спасение. С самого утра люди идут к братской могиле, чтобы почтить память жертв невинно убиенных. Вся Абхазия скорбит вместе с семьями погибших. Латата трагедия яладза зава рыхт наунак зафаштра рыкунка яны заой абра хаздгыло абаха. Ариарыц хариб шакыртуа архтука тыгыла зайша испдершаз наунак за яхаштра на хавадзын. Яхаштырге халадзон имя пыргоз. Апсныжлар ятыгылана агеноцид. Спасаясь от голода и холода, люди семьями летели из блокадного Ткварчала. Но враг был беспощаден даже к женщинам, детям и старикам. Все эти годы не стихает боль утраты и время не лечит. И сколько бы лет ни прошло с момента страшной трагедии, этот день навеки останется днем памяти и скорби. Для всего народа Абхазии это действительно трагедия. Трагедия, который не входит ни в какие рамки, ни в какие правила войны, ни в какие правила ведения боевых действий. Был сбит вертолет, который выполнял гуманитарную акцию, который перевозил детей, женщин, матерей, детей, которые еще не родились в утробах. Мы свидетели этой трагедии, мы никогда не забудем. Почему? Потому что это огромная зияющая рана, не заживающая никогда ни в какие времена. Выступавшие на митинге отмечали, что трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с жестоким врагом, благодаря чему народ выстоял и победил. Память, к сожалению, не может оживить погибших. Набат ее для живых, чтобы помнили все – горе и смерть, лишения и бедствия. И прежде всего набат это для сегодняшних школьников, поскольку многие из погибших в вертолете над селом Лата были их сверстниками, и они навсегда останутся такими же юными. Война. Нет в Абхазии семьи, которых в той или иной степени не коснулось ее дыхания. Осколки войны, разметавшись, впились в душу каждого, и сердце ноет, и разрывается на части от некончаемой боли. Мы никогда не забудем имена тех, кто душой и сердцем защищали нашу Родину и погибли в этом вертолете.
Память их увековечена. Безусловно, Ладская трагедия – одно из наиболее страшных и жестоких событий в истории человечества, которое, впрочем, так и не получило мировую оценку. 14 декабря 1992 года останется в новейшей истории Абхазии одной из самых тяжелых и трагических дат, а память о жертвах Ладской трагедии всегда будет жить в наших сердцах. Алька Трапш, Инвера Рджения, Адам Рджения, Абхазское телевидение. В Музее боевой славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме прошла акция, приуроченная ко Дню памяти жертв Ладской трагедии. Акция началась ровно в 17 часов 30 минут. Именно в это время над высокогорным селом Лата был сбит вертолет с беженцами из блокадного города Тхварчал. В память о невинно убиенных женщинах, детях и стариках были зажжены свечи. В этом году 30 лет. Мы решили сделать фотовыставку, в котором все 87 погибших обозначены. Есть фотографии, есть люди, фотографии которых не достали на данный момент, их обозначили виньетками. Мы хотели бы, конечно, чтобы было много людей, и чтобы все видели каждого в лицо, запомнили, там дети. Это боль, которая никогда не гаснет, никогда не утихнет. В современной истории нашей страны, нашего государства, это самая трагическая страница. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с заместителем директора юридического института Северокавказского федерального университета Максимом Трофимовым. Обсуждались результаты проведенной специалистами СКФУ работы в рамках проекта «Методическое обеспечение деятельности ресурсного научно-образовательного центра педагогических работников». Максим Трофимов выразил благодарность руководству правительства Абхазии и Министерства просвещения за активное содействие в реализации проекта, возможность продолжения которого в наступающем году была обсуждена в ходе встречи. Премьер-министр высоко оценил усилия ректората и специалистов СКФУ по оказанию научно-методической и практической помощи абхазской стороне и подтвердил готовность продолжить сотрудничество. 43 проекта прошли во второй этап программы поддержки малого и среднего предпринимательства. В Министерстве экономики состоялось заседание межведомственной комиссии, где было рассмотрено 59 заявок. В состав комиссии входят представители Министерства экономики, финансов, по налогам и сборам, туризма, Государственного инвестиционного агентства, администрации президента, Народного собрания. Председателем комиссии является вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Программа направлена на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса в таких направлениях, как ремесленничество, туризм, пищевая и легкая промышленность и общественное питание. После введения санкций в отношении Российской Федерации в начале 2022 года многие эксперты прогнозировали самые различные последствия как для российской экономики, так и для абхазской. Какие из прогнозов сбылись и как изменилась ситуация на местном рынке, расскажет Рада Чичава. С февраля 2022 года экономика стратегического партнера Абхазии и России столкнулась с беспрецедентными санкциями, уходом иностранных компаний с рынка и оттоком капитала. Введенные против России ограничительные меры не могли не затронуть и Абхазию. Против республики не первое десятилетие действуют жесткие политические и экономические санкции, введенные Евросоюзом с подачи Грузии, а потому экономика Абхазии во многом ориентирована на российский рынок. Непосредственно на Абхазию это влияет само собой, потому что порядка 80% по импорту товаров, продовольственных, промышленных товаров мы зависимы от России. А всего там около 20% мы вывозим. Россия – это отдельное государство, на нее объявлены были санкции, Абхазии никто не объявлял. Но Абхазия как опосредованно на него влияла, и в этом плане это отразилось. Сегодня мы можем твердо сказать, что санкционные действия западных стран по отношению к Российской Федерации, и мы это переносим на Абхазию, они не нанесли большого вреда
нашей экономики и российской экономики соответственно. По словам Заура Шалашава, первоначальный скачок цен на продовольственные товары был связан с изменением структуры рынка, ажиотажным спросом, развитием новых каналов продаж и ростом цен на нефтепродукты. Однако после принятия в начале 2022 года правительством постановления об ограничении цен и урегулировании стоимости на энергоресурсы ситуация в значительной мере улучшилась. У нас есть закон о государственном регулировании цен 2011 года, в соответствии с которым буквально в этом году в начале правительство Абхазии приняло очень верное постановление об ограничении цен на товары первой необходимости, в первую очередь касалось продовольственных и лекарственных препаратов, продовольственных товаров. Как я раньше отметил, после того, как цены были стабилизированы на нефтепродукты, как раз цены у нас более или менее содержатся на оптимальном уровне, можно сказать. От власти Абхазии полностью не зависит формирование цен на продовольственные и промышленные товары, так как мы их, большинство группы товаров, мы не производим, но тем не менее все-таки правительство наше смогло в какой-то степени воздействовать в положительном смысле на формирование цен. На данный момент, как отмечает Заур Шалашава, из-за введенных санкций и ухода многих западных компаний с российского рынка, абхазский производитель получает возможность выйти на национальный рынок со своим продуктом и занять пустующую нишу. Многие абхазские бренды уже сейчас активно реализуются на рынке. Противостоят как раз ввозу оптом, имеется в виду товаров извне, те группы товаров, которые могут обеспечить потребительский спрос, вот наша власть могла бы оперативно, это Кабинету министров касается, установить более повышенные таможенные платежи, пошлины, называются это особые пошлины, так называемые антидемпинговые, которые могут позволить как раз национальным производителям производить больше товаров, и они могут спокойно конкурировать с иностранным как раз оптовым поставщикам. На данный момент продавцы и администраторы продовольственных и продуктовых магазинов отмечают, что цены действительно вернулись на прежний уровень. Однако спрос в некоторой мере упал, и долгое время население стремилось приобретать только самое необходимое. Люди по возможности, конечно, стараются покупать то, что им необходимо. Так количество людей, там это все не поменялось, но просто они стараются по возможности покупать то, что им нужно. Но сейчас могу сказать, что цены нормализовались, они упали. И уже как бы люди по чуть-чуть начинают покупать то, что они раньше покупали. Среди производителей товаров в основном Россия и Беларусь, но абхазский производитель также пользуется спросом. Из местной продукции у нас есть крупы Анхара. Крупа и мука, вот, ее хорошо покупают. Вот летом ее не было, вот сейчас мы стали получать, ее хорошо разбирают. Потом мы получаем семечки арыц. Вот, это новая позиция. Люди по чуть-чуть привыкли, уже покупать, да, тоже хорошо, неплохо продается у нас. Асисбал мы продаем местный, он очень хорошо продается, люди ее покупают, хорошего качества. Администраторы и владельцы магазинов одежды также рассказывают, что потребительский спрос не снизился. По ощущениям, я бы не сказала, что что-то кардинально изменилось. То есть, грубо говоря, было затишье в период введения именно санкций, да, когда люди односторожно себя вели, а потом мы влились в обычное наше русло. То есть я, например, могу сказать, что ситуация в нашем случае не изменилась. По мнению мировых экспертов, на данный момент говорить о глобальном преодолении кризиса рано. Однако позитивная динамика не может не радовать. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. По приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина депутаты парламента Абхазии Стамбур Герхели и Ахра Пачуля принимают участие в 3-й международной конференции по сотрудничеству парламентов стран СНГ, которая проходит в Москве с 13 по 15 декабря. В рамках конференции планируется встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. 15 декабря в Госдуме пройдут встречи с представителями фракции. Студенты АГУ принимают участие в работе проекта «Возвращение имени». Студенты проверяют данные архива на 27 стран Европы, везде, где шла борьба с нацистами. Уже обработаны списки с именами узников концлагерей из Венгрии, Сербии, Франции и Бельгии. Проект «Возвращение имени» проводится в Абхазии, а также в Крыму с 2016 года. Автор и руководитель проекта Григорий Скворцов. В АГУ проект возглавляет заместитель проректора по молодежной политике Юрий Трувалев.
Часть Абхазии останется без света в четверг, 15 декабря. Это связано с тестовыми работами на Ингургэс. С полуночи до 4 часов утра будут отключены ВЛ Шишелет и Шишелет-1 и Шишелет-2. В завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 15 декабря, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и до полудня дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационная передача Ам Шившара подошла к концу. Всего хорошего. До свидания.